Добрый день, уважаемые зрители. Меня зовут Андреев Алексей Андреевич. Я являюсь директором муниципального унитарного предприятия «Пригородная теплосетевая компания», сокращенно ПТСК. Наша организация начала работу 5 июня 2017 года. Она создана путем реорганизации и слияния муниципальных унитарных предприятий ЖКХ села Хатасы и ЖКХ села Тулагина. Наше предприятие занимается предоставлением коммунальных услуг населению и разным потребителям социальной сферы. Это теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, вывозная канализация, вывоз сухого мусора, также техническое обслуживание жилищного фонда. Мы также являемся управляющей компанией. В нашем управлении находится порядка 100 жилых домов. У нас на эту деятельность имеется лицензия. Также предоставляем транспортные услуги населению, также другим предприятиям. Основной оборот у нас составляет порядка 200 миллионов рублей в год. Численность населения составляет также около 200 человек. Средняя заработная плата порядка 30 тысяч рублей. Основным нашим достижением можно сказать, что мы отопительный сезон 2016-2017 года провели безаварийно, успешно завершили. В настоящее время проводится работа по подготовке к отопительному сезону 2017-2018 года. У нас на балансе 12 котельных, около 40 километров тепловых сетей, 20 километров холодного водоснабжения. Также мы обслуживаем, на нашем балансе имеется канализационно-очистные сооружения в поселке Кангаласы. В 2017 году за счет субсидий бюджет города Якутска нам предоставляет субсидию на выполнение следующих работ. Это реконструкция канализационно-очистных сооружений поселка Кангаласы, разработка проектно-сметной документации канализационно-очистных сооружений села Хатасы, реконструкция котельной центральной в село Тулагина. Кроме того, нами проводится работа по технологическому присоединению к сетям водоснабжения объектов ТОР Кангаласы на площадке Капитоновка. Также у нас заключается договор на теплоснабжение объекта. Как говорится, работа ведется, наши работники, подготовка к отопительному сезону идет в плановом режиме. Основными проблемными вопросами у нас является это кредиторская задолженность населения, порядка 30 миллионов рублей население нам не оплачивает за коммунальные услуги. Поэтому для выполнения вот этих наших мероприятий, которые мы запланировали по подготовке к отопительному сезону, имеются трудности. Также мы планируем вступить в саморегулируемую организацию Союз строителей Якутии, потому что мы своими силами ведем эти мероприятия, реконструкции котельных, реконструкцию очистных сооружений, и также планируем в дальнейшем также заняться строительством жилого дома для наших работников на долевой основе. В принципе, наше предприятие головное находится в село Тулагина по адресу Связистов 13. Контактные телефоны это 207-233 и 207-477.
Ну, считаем, что мы свою задачу выполняем в полном объеме. Наши потребители полностью обеспечены теплоснабжением, водоснабжением, горячим водоснабжением. Также мы свои обязанности выполняем также по вывозной канализации, по уборке мусора, ну и содержанию жилищного фонда. Так, ну. Да. Скажите, пожалуйста, про подготовку к новому сезону. Так, ну, у нас на нашем балансе 12 котельных. В принципе, по этим котельным ведется текущий ремонт, плановый текущий ремонт. И по одной котельной села Центральной Тулугина у нас ведется реконструкция котельной. Ну и по тепловым сетям, замена там ветхих участков, также утепление, канализационных сетей. У нас в Хатасах, Хатасы мы приняли с 5 июня, и у нас там планируется проведение работ по замене сетей холодного водоснабжения в котельной Каскил порядка там 100 метров, ну и канализационных сетей по улице Каландрашвили. Так, ну, в принципе, работа ведется в плановом режиме, и думаем, что мы подготовимся к отопительному сезону, и отопительный сезон вовремя начнем. Единственный вопрос, который сейчас на доработке, это является оформление лицензии в Ростехнадзоре. В принципе, у нас по старым предприятиям лицензия была, сейчас требуется оформление новой лицензии. Мы сейчас этим вопросом занимаемся. Думаем до начала отопительного сезона лицензии на эксплуатацию опасных промышленных объектов получить в Ростехнадзоре. Еще вопрос. А когда бывают холодные осени и долго не включают отопление, когда ожидается в этом году подключение тепла? Ну, по нормативам отопительный сезон начинается, если при условии, если средняя суточная температура является меньше 8 градусов в течение 5 дней. Но, в принципе, в наших условиях этот вопрос очень поднимается по всей республике, что это очень долго и холодно. Люди начинают, дома остывают, и людям некомфортно. Поэтому просто по городу Якутску мы отопительный сезон будем начинать в соответствии с распоряжением главы администрации. Он издает о начале отопительного сезона. Там своя служба имеется, они будут определять начало отопительного сезона. Еще раз повторяю свой контактный телефон. Адрес это мы находимся по селу Тулугина, улица Связистов 13, контактный телефон 207 233 и 207 477. Все, на этом спасибо, на этом наша информация заканчивается. Всем спасибо, кто внимательно слушал.